Ребенок обидел маму свою. Он в 5 классе, обидел свою маму. Очень обидел, чего в нашей семье нету. Так? Я не знаю, что делать. Мама заплакала, ибо в нашей семье не было крика, избить ребенка. Этого не было в нашей семье. У нас было орудием только слово и пример. Слово и пример. Так? Я сижу и пишу свои научные труды, как детей воспитывать. Ну вот в семье заражается такая история. Так? Значит, я могу сейчас выйти из своей комнаты, из своего кабинета и сказать: сыну, как ты посмел этого сделать? Сейчас же извинись перед мамой. Как ты это так? То есть проявить свою родительскую власть. И могу напугать его на всю жизнь, чтобы не смей этого делать больше. Ты понял? А то будешь иметь дело со мною. Я папа, я твой отец. Так? Могу напугать. Многие папы так и делают. Так? И мама тоже могла накричать, наорать на него, выгнать или избить, дать пощечину. Все она могла сделать. Но мы знаем, что этим то, что скрывается под словом «воспитание», не произойдет. Что это значит? Мы просто взяли воспитательную задачу и выбросили из окна. Так, нам не надо воспитание, нам нужно просто пресечь такие проявления. А это дело закона. Это пусть делает, Дума делает, законы выдумывают. Так? Это, что же я сделал здесь? Вот. Я не хочу перед вами похвастаться. Нет, вы похвастаетесь, потому что для нас это безумно. Чтобы именно этого страха у ребенка перед нами не было. Понимаешь, чтобы он не боялся, а сознательно подходил, и он сам брал на себя ответственность. Так? Когда имеешь ответственность, пусть боится человек, чтобы не нарушить ответственность. Это даже неудобно, это же нечестно. А перед совестью, да, мы должны бояться. Так? Я оставлю эту нынешнюю ситуацию в покое, проходит неделя, чуть больше, чтобы этот факт должен быть забыт. Мама примирилась со своим сыном, конечно, первенец будет любить всегда. Все, забыли об этом. И когда он решает какие-то задачи, я говорю: а что ты сейчас делаешь? Он говорит: а задачи решаю. А кому они нужны? Я говорю, спрашиваю. Да мне не нужны, они говорят, учительницы нужны. Тогда пусть она подождет, а у меня дело к тебе. Пожалуйста, пойдем на улицу. У меня мужской разговор с тобой. Вот я сейчас что предлагаю папам? Вот этот новый метод, мужской разговор. Так? Это впервые с ним. Он не понимает, а здесь нельзя? Я говорю, нет, это как-то тайна. Пошли, пожалуйста. Он откладывает все это, мы идем на улицу, март месяц, чуть прохладно, идем в сторону парка, молча. Сейчас задаю вопрос родителям, которые нас слушают. Вы умеете воспитывать ребенка в молчании, слова не говоря, но воспитывать его? Вот вы должны разгадать тайну слова воспитания, так? Слова не говорю, а он воспитывается. Мы идем в молчании, и, наверное, сейчас он тысячекратно переворачивает в голове прошлое. А почему отец меня уйдет? А в чем дело? Что же такое произошло? Что он от меня хочет? А я молчу, и ему передается что-то вот напряженное. А разгады нету. Пришли в парк, садимся. А потом я ему говорю: сынок, сколько сейчас тебе лет? Я говорю, 11. Я говорю, значит, ты должен сейчас меня понять. Знаешь, в чем дело? Помощь мне нужна сейчас твоя. Было время, я влюбился в девушку. И сказал ей: если ты меня выйдешь замуж, никогда не дам никому тебе в обиду. Ну, как ты думаешь, я правильно поступил? Да, говорит, правильно поступил. А когда ты женишься, разве дашь свою жену кому-либо в обиду? Нет, не дам. Не дам. Ну, я тебе хочу руку пожать. Это мужское дело, говорю. Но знаешь, в чем дело? Вот в чем мне нужна твоя помощь? Не знаю, как быть со своим сыном, который обидел мою любимую женщину. Что мне делать? Скажи, пожалуйста. А вот, понимаете, что сейчас? Вот это и шоковая терапия, понимаете? Он не может ни слова сказать.
Он же вспоминает, что произошло. Никто не накричал, ничего. А отец только просто спрашивает, а что мне делать с сыном? Так? Который мою любимую женщину обидел, а я ей дал обещание, а защитить не могу ее. Он долго-долго молчит. Молчание. Не думай, что это молчание просто пустая трата времени. То, что вот в этой коробочке происходит, то, что тут кипит, так, это и творит человека. Все. Проходит время и говорит, а ты накажи меня. Ну, я говорю, это же просто. Я мог сразу тебя наказывать. Если хочешь, ты сам себя накажи. Но скажи, что мне сейчас делать? Как не оправдаться перед женой? Так. Ну, опять молчание. А потом говорю, ну, это, давай оставим это нашим мужским разговором, об этом никто не будет знать. Только помни, пожалуйста, я не могу допустить, чтобы ее кто-то обидел. Но и того не могу, чтобы я обидел своего сына. И пощади меня. Вот так мы возвращаемся домой.